Асламбек Пшимахович Сосналиев, потомок одной из древнейших княжеских фамилий Кабарды, подвергшейся репрессиям в советский период. Получив реабилитацию, он был призван в советскую армию, героически воевал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен, награжден боевыми орденами. 23 апреля 1942 года у отважного бойца родился сын. Имя мальчику дали «судьбоносное» – «правитель», в переводе на арабский «султан». Султан рос обычным мальчиком. Окончив среднюю школу, решил поддержать друга, который мечтал стать летчиком, и в 1961 году вместе с ним поехал поступать в Сызранское высшее военно-авиационное училище. Друг не попал в список студентов вуза, а Султан Сосналиев так и связал всю свою жизнь с военной службой. Кто мог в те годы предположить, что этот парень когда-то станет генералом-победителем? Он прошел путь от рядового летчика до командира полка. Окончив военно-командную академию противовоздушной обороны имени маршала Жукова, долгое время работал на различных командных должностях в истребительной авиации войск ПВО. У него в заместителях было 2 генерала, когда он сам носил звание полковника советской армии. В его копилке наград были такие, которыми в мирное время награждались лишь единицы. Награжден орденом Боевого Красного Знамени. Любой человек, который служил, наверное, знает, что такое в мирное время получить орден Боевого Красного Знамени. Это вот за событие, когда разведывательный полет южнокорейского Боинга над Мурманском в 1979 году, когда заставили сесть этот самолет на лед замерзшего озера, вот там он громадную роль сыграл, и вот после этого он был удостоен, награжден этой наградой. В 1989 году Султан Сосналиев закончил карьеру в Росавиации, будучи на высокой должности начальника Ставропольского учебного авиацентра. Возвращается в Кабардино-Балкарию и устраивается на гражданскую работу. Здесь знакомится со своей будущей супругой, Любовь Тлецуковой, которая даже в самые трудные дни на протяжении всей его жизни была с ним бок о бок. У него как раз появляется возможность и время заняться историей своего народа, которым он восхищался с детства, начинает работать в архивах, восстанавливает свою родословную. Очень сильно увлекался историей Кабарды, очень много работал в архивах. Он очень много общался со всеми общественными организациями. Он в гуще был всех тех событий, которые проходили в начале 90-х годов. И вот в апреле 1992 года абхазы попросили приехать в Абхазию и привезти человека, который сведущ в военных делах. И вот общественные организации обратились к султану, и они в апреле месяце поехали в Абхазию. Он вернулся оттуда очень встревоженный. И он мне сказал, что Люба, там неизбежна война. Как ни странно, именно с уходом Сосналиева в запас и началась его настоящая военная карьера. Имя этого человека золотыми буквами навсегда вписано в историю абхазского народа. 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии ранним утром под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Весть молниеносно облетела свет. Для народа, который готовился к курортному сезону и приему туристов, который привык к свободной мирной жизни, это было настоящей неожиданностью и трагедией. Тогда, когда он был в Абхазии в апреле месяце, есть документальная хроника, где он говорит, что если что произойдет, весь адыгский мир поддержит абхазов. И непосредственно он сам приедет и будет поддерживать абхазов. Он был из тех людей, которые, если сказал, он сделает это.
Если даже вот он пообещал человеку что-то сделать, но ситуация изменилась настолько, что это повредит, может быть, его здоровью, его карьере, его семье, но он ни на что не посмотрит. Он дал слово, он пообещал, он это сделает. Я уже знаю, что он не останется в стороне. Когда он пришел вечером домой переодеваться, я спросила: ты куда? Ну, он мне так это сказал: я пойду там посмотрю, что там делается, все это. На самом деле он собрался выезжать, потому что в августе месяце брать с собой летную кожаную куртку. Зачем? Я говорю: ты поедешь туда? Он говорит: да нет, говорит, просто там собираются, как бы там дров не наломали, я пойду посмотрю, что там делается. Вот так, ничего не сказал мне, он ушел и уехал. Туда в первый день, они ночью 14-го выехали. И начались вот эти все страшные, непредсказуемые, ужасные, тяжелейшие дни. 22 человека в ночь с 14 по 15 августа 1992 года оказались в одном автобусе. Это были первые добровольцы из Кабардино-Балкарской республики, которые ринулись помогать братскому абхазскому народу. Как и предвидел Сосналиев, весь адыгский мир встал на защиту братьев. В числе тех, кто оказался в этом автобусе рядом с Сосналиевым, был Артур Пшуноков. Уже с этого момента Султан Асламбекович делал все, чтобы поддержать боевой дух ребят, вспоминает он сегодня. Когда ехали уже в Абхазию, я султана спросил: султан, говорю, официальная версия нашей поездки — это дипломатическая миссия. Говорю, но мы с тобой люди военные и понимаем, что мы едем на войну, в общем-то. И как он считает, абхазы вообще готовы? Я знал, что султан был в Абхазии незадолго до этого, как военный специалист. Поэтому я спросил о его мнении. Он сказал, что да, говорит, абхазы готовы, они готовились, у них есть оружие, договоренности определенные. Ему было, по-моему, 48 лет тогда. А выслуги лет у него даже было больше, чем ему лет. И, видимо, у него где-то шел год за 2, а где-то, может, и за 3. И он так набрал большую выслугу. Я понял, что он весьма высокий статус имел в авиационной иерархии. Так он мне запомнился. А когда приехали мы в Абхазию, буквально перед появлением нашего автобуса, там высадился морской десант Грузии, и бронетранспортеры там были. Помимо того, что на мосту наш автобус обстреляли, и там пробоина была на автобусе, мы остановились. Султан выдвинул всем такую версию, что мы едем в пионерский лагерь. Едем забирать оттуда детей в связи с обострением обстановки в Грузии. Сели мы, поехали дальше, нас пропустили туда. И когда приехали мы в Гудауту, я посмотрел, как там обстановка, дезорганизованные, деморализованные, группами, так очень осторожно передвигались абхазы. И по их настороженности я понял, что они не владеют ситуацией абсолютно и не знают, где чего можно ожидать. И тогда я вновь обратился, помню, к султану и спросил султана: султан, а где все то, о чем ты говорил, что они готовы, что у них оружие есть? Он говорит: я сам не понимаю. Уже на следующее утро после прибытия в Гудауту Султан Асламбекович Сосналиев возглавляет штаб народного ополчения и незамедлительно приступает к организации штаба, формированию вооруженных подразделений. С начала войны в Абхазии по крупицам собирал армию. Из подручных предметов учил создавать средства самообороны и стрелять из них. Он произвел на меня человека, который как будто он всю жизнь именно повстанческими формированиями, такими схоластичными командовал, и командовал очень четко. Показательный пример.
Орудия никакого не было, но был выстрел, вот, гранатометный, противотанковый. И султан, значит, дал команду найти трубу подходящего диаметра и объяснил, как туда, значит, уложить этот снаряд, выстрелить. И действительно первый танк подбили вот с этой трубы. Потом захватили этот танк и использовали уже в целях обороны. В общем, вот так вот война началась. Это дня через 3 уже после начала войны, как мы туда прибыли. Прибыло оружие, первый караван оружия. Вот, очень так картина, красиво. С гор спускался караван из 33 лошадей, нагруженные по бокам большими ящиками с оружием. Вот. И как бы ликование было, как национальный праздник у абхаз был. Ардзинба, президент Абхазии, он как бы проникся вот этим всем. А появился, когда он в Гудауте, он, видимо, вот так вот пораженчески был настроен. Ну вот его появление в штабе, доклад султана об обстановке, доклад ему как главнокомандующему, а Ардзинба, наверное, и не знал, что он главнокомандующий. Вот. Но потом, когда он увидел тоже этот караван, и на ура, на абхазском языке он выступил, и понятно было, что за выступление. Историю первой встречи султана Асламбековича Сасналиева с тогдашним президентом Абхазии Владиславом Ардзинба знают и рассказывают все, кто в то время был в строю республиканской армии. Это была судьбоносная для абхазского народа встреча. В 2000 году Владислав Григорьевич Ардзинба, когда ему 55 лет исполнилось, вот мы ездили его поздравить от Союза абхазских добровольцев. Ну, поздравили, там подарок, и посидели немного у него в кабинете чуть-чуть. Никогда не забуду, говорит, начало войны, и растерянность, не понимаю, что надо и воевать, и в то же время я же понимаю, говорит, у меня вот судьба моего народа в моих руках. Я скажу, надо сопротивляться, а вдруг, не дай Бог, говорит. И представьте, мой народ прекратит свое существование из-за того, что я не сумел. И в то же время я говорю, как это сдаться можно, ну, я, говорит, и вдруг мне докладывают, говорит, какой-то кабардинец генерал приехал, говорит, там штаб обороны создает. И, говорит, начальник охраны мой мне доложил, и мы едем сразу туда, говорит, и мы вот в Гудеуту, в штаб туда приезжаем, говорит, на 2-й этаж поднимаюсь, говорит, а оказывается, он султана Асламбековича уже знал до этого. Я, говорит, дверь открываю, и вот кабинет, говорит, стол вот так, и султан Асламбекович во главе сидит, люди вокруг стола стоят, и вот он им указания дает, кто что должен делать, все, и вот он глаза, голову вот так, говорит, поднял, и меня увидел, и так чисто по-военному громко, встать! Все, говорит, вскочили, и он так раз, и военным шагом, так обошел чеканя шаг, ко мне подходит, товарищ главнокомандующий. А я, говорит, и слова тогда такого не знал, говорит, а он мне докладывает, товарищ главнокомандующий, полковник Сасналиев, тогда он полковник-то был, создает штаб обороны, жду ваших указаний, говорит, приказаний. И вот Владислав Григорьевич говорит, и вот тогда, говорит, в этот момент у меня все сомнения отпали, я понял, что мы победим, говорит. Враг должен быть разбит, и земля Абхазии должна быть очищена. Это священный долг. Ждите победу. Очевидцы утверждают, что султан Асламбекович владел необъяснимым умением убеждать. Он взял на себя ответственность не только за абхазский народ, но и за свой. Он всегда говорил, что идеалами были те адыги, от которых произошел лично он, его корни. И когда во время войны он написал мне письмо о добровольцах, что просыпаются старые гены, гены адыгов. Он всегда верил в свою нацию, всегда верил в тех ребят, с которыми он пошел на войну. Каждый доброволец из Кабардино-Балкарской республики, будь то кабардинец, балкарец или русский, заражался от него боевой смелостью. Он был с солдатами солдатом, а с офицерами офицером. Я простой солдат, он министр обороны. Это вещи несовместимые вообще, в принципе, в любой армии, но в абхазской совместимые оказались. Ребята абазины, они охраняли начальника генерального штаба. Сергей Платонович Бар был такой. Они его охраняли, я к ним приехал, и они сказали, чтобы я у них оставался вместе с ними. И вот нас было 3 охранников у Дбара, 2 абазина и я.
И у Сосналиева было 3 кабардинца, но постоянно было 2. Валера Арамисов и Анзор Псаунов. И мы замещали друг друга. Потому что оба охраняемых лица практически всегда находились в одном помещении. Султан был очень немногословный. Всегда говорил четко, внятно и только по делу. Вот ничего лишнего. Но был один такой случай интересный. Там как здание штаба, а рядом здание было, где сам султан жил, еще кто-то из офицеров, и для охраны тоже 2 комнаты были. Иногда, когда если Дбар оставался в штабе, а домой не уезжал, мы тоже оставались. И вот я остался с ребятами, с нашими ночевал, и рано утром, где-то в 6 утра, я стою и глажу форму. Ну, потому что в штаб как-то надо выглядеть аккуратно. Глажу форму, и заходит султан. Уже одетый, уже вооруженный, заходит, а все еще спят. Один я с утюгом. И он так посмотрел, улыбнулся, говорит, что, говорит, на дискотеку собрался? Я говорю, нет, товарищ генерал, сейчас. Он говорит, мои еще спят, я говорю, так точно. Он говорит, все, я еду. Я попросил его 2 минуты подождать. Он говорит, нет со мной водитель. Я говорю, 1 минуту. Он нет, я все равно начал одеваться, он вышел, но я не успел. Я выбежал, он уже уехал. И наши ребята из-под одеяла вылазят, на меня посмотрели и говорят, мы первый раз за полгода видим, чтобы он улыбнулся. Был сам вот как человек, очень скромный. Уже после войны, когда его 2-й раз позвали быть министром обороны, президент Абхазии, Багапыч Сергей Васильевич, он знает, что султан ничего не возьмет, и он как-то хочет ему вот материально помочь, и он ему говорит, султан, у меня там неучтенных 5 тонн бензина, говорит, вот делай с ними что хочешь. Султан сразу, так, 1,5 тонны в резерв туда, 1,5 тонны туда, он распределил по армии. Он даже не подумал о том, что это дали лично ему. Он сразу это распределил на нужды своих, солдат, офицеров и на резерв поставил. Сентябрьское наступление, в результате которого была освобождена Абхазия, ни много ни мало было заслугой грамотного полководца горских народов султана Асламбековича Сосналиева. За сентябрьское наступление я могу сказать, что вот это решающее, самое главное наступление, в ходе которого была освобождена Абхазия. Разработка плана – это личная заслуга султана Асламбековича, я знаю. Ни один человек даже не знал, что он план готовит. Даже свои не знали. Потом, когда он план общий набросал, он начальника генерального штаба Сергей Дбар, его друг был, генерал Дбар подключил, и они вдвоем уже подробно, конечно же, все разработали этот план, и потом они уже перед главнокомандующим положили перед ним. Главнокомандующий даже был удивлен, что вот такой план разработали. 3 дня Владислав Григорьевич размышлял, потом дал добро на это, и этот план вот в сентябре по освобождению Сухума и по освобождению всей территории Абхазии был претворен в жизнь под командованием султана Асламбековича Сосналиева. Причем, что, знаете, именно сентябрьский план, чем уникален полностью, что входило в этот план, знали только 3 человека. Это султан Сосналиев, Сергей Дбар, начальник генерального штаба, и главнокомандующий Владислав Арцеба. Все, остальные все, даже командиры бригад, знали лишь только то, что они должны делать, вот задачи, которые им поставили. С Гумистинского фронта, например, вместе с добровольцами абхазская армия составляла всего лишь чуть больше 5000 человек, в то время как Сухум, только лишь в одном Сухуме находилась 20-тысячная грузинская группировка, которую разгромили в течение 2 недель, вот эти 5000 человек. Плюс к этому со стороны Грузии 1-й армейский корпус, который рвался на помощь окруженной от этой грузинской группировки, грузинский армейский корпус, 6-тысячный под командованием генерала Курашвили, и его остановили около 2000 абхазских бойцов Восточного фронта и не дали пройти. Даже мировые державы были удивлены, что абхазская сторона такими маленькими ресурсами обладая, смогла вот так в сентябре, в течение 2 недель разгромить многократно превосходящие силы противника. В составе военной колонны, отправленной на подавление сепаратистов и защиты грузинского населения Абхазии, находилась новая боевая техника, доставшаяся Грузии после распада Советского Союза. Впоследствии большая часть этой техники была либо уничтожена абхазской армией, либо досталась ей в качестве трофея, так как изначально у Абхазии боевая техника отсутствовала и никем не поставлялась. Это человек, который великое дело сделал. Если со стороны военного искусства посмотреть, чего добился султан, скажем, вот в книгах мемуарных об этом написано, что там, значит, грузинская армия там в 30-40 раз превосходила абхазскую в живой силе и вооружении.
Но в этой книге не написано о том, что когда султан возглавил вот эту всевоенную часть, у Абхазии вообще никакой армии не было. То есть вот этот нерв войны и нерв вот людей, масс, он безошибочно чувствовал. И это был взаимный процесс. Поэтому сколько бы памяти султана не было воздано, это всегда будет недостаточно. Всегда говорил, и даже в письме написал, что самые дисциплинированные – это кабардинские, чеченские отряды. А вот с абхазами было немножечко как-то тяжелее. Ну, конечно, во время боев, с каждым наступлением все это, конечно, все пришло в то состояние, какое должно быть у армии. То есть армия формировалась в ходе войны. Люди даже учились эти танки, эти БТРы водить, стрелять. И это было очень тяжело. Все оружие они добывали во время боев. Вся тяжелая техника изначально первая досталась им после освобождения Гагры. Долгие дни и ночи Любовь Николаевна проводила в ожидании письма или звонка от мужа. Ловила каждое слово в ленте новостей об Абхазии и событиях там. Султан Асламбекович пытался уберечь супругу от тревог и переживаний. Его скромность проявлялась даже в столь тяжелую для них пору. Редко-редко, когда он мог позвонить по телефону, это ночью где-то. Причем телефона дома у нас тогда не было, так соседям он звонил, соседи ночью приходили, я с ним разговаривала. Когда разговаривала с ним, как что ты кушаешь, как у вас там, где ты находишься, все, он мне говорил: о, ты что, у меня такой тут особняк, где я нахожусь, все у меня хорошо, все отлично, все. Я когда приехала, я увидела, что то, что он называет особняком, он все время находился в своем кабинете. Зеленый диванчик велюровый, как сейчас я его помню, он с одного штаба в другой штаб, за ним переезжал. И я, конечно, когда кто-то приезжал из Абхазии, я пыталась ему что-то вкусненькое, интересненькое, что-то передать ему туда. Он смеялся, говорит: ты что, как ребенку, что ты тут передаешь? Но мне хотелось, чтобы он что-то чем-то полакомился. И даже находясь каждый день под страхом смерти, она была с ним счастлива. Наверное, только жена военного может вспоминать истории из войны и радоваться тому, что у нее была возможность прожить этот страшный, сложный день, но рядом с ним, единственным. Во время Ласского наступления был застрелен молодой парень, который находился в свое время в охране у султана. И я должна была ехать на похороны, а с наступления еще люди не вернулись. И у меня, кажется, на волосах были бигуди, и ночью вдруг началась такая стрельба. Я почему-то решила, что прорвались грузины со стороны моря. Это у меня был автомат и 4 рожка к нему. А оказалось, что все возвращаются с наступления, и так как не было лобовой такой атаки, и все так удачно все свершилось, и все Пицунский батальон, Гагринский батальон, которые они просто стреляли в воздух, радовались, когда они уже въезжали это. А я этого всего не знала. И вот я думала, все, ворвались грузины. И я что делаю? Я открываю окно, я открываю балконную дверь, рожок туда, кладу, и вот это из головы сбрасываю бигуди. И я то туда бегу к окну, то к балкону. Я когда уже боялась, что меня увидят, автомат у меня на окне, и вдруг подъезжают фары, я вижу, машина подъезжает, думаю, ну все, кто-то донес, что я здесь нахожусь, и, в общем, кто-то за мной заезжает на территорию пансионата, где мы жили. Это оказалось, что султан вернулся. Я смотрю, 002 машина. Я так встаю, говорю: бег, что за стрельба? Думаю, он так спокойно выходит, подтягивается. Он говорит: о, а ты что тут не спишь? Я говорю: какая стрельба? Он смотрит, автомат, и смеется. Ты что с автоматом-то? Я говорю: оборону держу, что случилось?
И тут султан выходит, говорит: встречай победителей. Я говорю: а что за пальба стоит? Он говорит: стреляют, радуются, салютуют. И когда они зашли, смеются, валяются бигуди, автомат, 4 рожка лежат. Говорит: ну, говорит, картина у тебя, говорит, оборону, говорит, держит. Она очень гордится супругом. Но будь жив сам Сосналиев, наверняка он бы тоже гордился женой, которая достроила дом, поддерживает его детей и внуков и по сей день носит звание супруги генерала Сосналиева с достоинством и гордостью. Она хранит в его кабинете его награды, форму, фотографии и, конечно же, память о нем. Все это, конечно, очень тяжело, но я понимала, что я должна войти в его положение, что то, что он делает, это превыше того, что, может быть, я хочу, как я хочу жить. Я должна жить, коли я связала свою жизнь с ним, с таким. У нас у Адыгов же всегда ж так было. Жить жизнью супруга. Я жила его жизнью. И вот сейчас тоже стараюсь всегда делать что-то такое, чтобы не забывалось его имя. Сегодня боевого товарища и дорогого друга вспоминает и заслуженный артист Кабардино-Балкарии Мурадин Думанов. Он собирает коллекции редких старинных музыкальных инструментов, своим искрометным юмором радует людей много лет. На его счету десятки песен о любви, о народе, о природе, обычаях. Казалось бы, искусство и война – понятия несовместимые. Но судьба свела этих мужчин именно на тропе войны. Первая наша встреча произошла вот тогда, 14 числа августа. И познакомились там, подружились. И после войны тоже общались. Когда все ребята, которые в Абхазии были, вот у него собираются, и он всегда говорит: сегодня чачу пьют только я и Мурадин, остальные что хотите. Он был человек с большой буквы. Я судьбе благодарен, что я знал его лично, что общался с ним. И вот так, к великому сожалению, он ушел. И как у нас говорят, ахраттаха Аллахам гарит туфуарезжи. Я думаю, что эти слова скажут и все другие ребята, которые с ним общались, с кем он воевал. Я всегда говорил про него, смотря, любовался им, как он вел себя, как разговаривал. Я его назвал последний князь Кабарды. Сегодня в Союзе абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики насчитывается более 300 участников. Для всех для них султан Сосналиев был и остается непререкаемым авторитетом. О султане Асланбековиче, знаете, вот так трудно говорить, потому что это была настолько неординарная личность. Вот. Никогда не подумаешь, что это человек, если не знаешь, что это человек военный, и уж тем более, что это генерал-победитель, настолько интеллигентный, мягкий человек был. Но при этом, когда что-то надо было, он не кричал, ничего, вот солдафоном не был. Он просто говорил спокойным голосом, но в спокойном голосе у него эта сталь была железная. Попробуй не выполни то, что он сейчас говорит. У каждого народа есть люди, вот, наверное, раз в 50-100 лет рождаются личности, которыми вот народ будет гордиться и так далее. А может быть, даже и не у каждого народа такой бывает, но вот этот человек именно таким и был. Султан Сосналиев после мартовского наступления 1993 года был назначен министром обороны Республики Абхазия. Он принимал активное участие в